14 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,52 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21,17 до 10,07 сомони, 1 евро от 10,52,72 до 10,40 сомони, 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются. Следует из данных торгов, рынки реагируют на новость об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае. Цена на нефть марки Brent составила $96.26 за баррель, марки ВТИ $89.16 за баррель. Цена на золото в понедельник утром снижается, сдерживают котировки драгоценного металла удорожание доллара после заявления Федрезерва о намерении придерживаться ужесточенной монетарной политики. Цена составила $1764.55 за тройскую унцию. Таджикистан и Южная Корея обсудили вопрос строительства новой железной дороги на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Минтраса республики. Встреча состоялась 11 ноября, и в переговорах участвовали министр транспорта республики Азим Ибрагим и представители экспортно-импортного банка Южной Кореи во главе с директором программы экономического и инновационного сотрудничества Инь-Ку-Джо. Речь, по данным Минтраса, шла о дальнейшем строительстве железной дороги Джалялиддин-Балхи-Джайхун-Пянж. Южнокорейская сторона выразила заинтересованность в оказании помощи в разработке технико-экономического обоснования этой железной дороги. Другие подробности встречи не сообщаются. В последние годы отношения между двумя странами налаживаются во всех сферах, в том числе и в области трудовой миграции. В частности, после нескольких лет дискуссий о необходимости диверсификации процесса трудовой миграции таджикских граждан за рубеж 10 октября на основании двухстороннего соглашения в Корею отправилась первая группа таджикистанцев. Первое заседание постоянно действующей комиссии по рассмотрению и оценке позиций Таджикистана в международных рейтингах прошел на минувшей неделе в Душанбе. Об этом сообщает Департамент информации МИД Республики Таджикистан. Мероприятие прошло под председательством первого вице-премьера республики Давлата Саида. На заседании были обсуждены цели и задачи комиссии, ее состав, доклад о международных рейтингах и план действий постоянно действующей комиссии по рассмотрению и оценке позиций Республики Таджикистан в международных рейтингах на 2022-2023 годы, говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам обсуждения были приняты соответствующие решения. В Таджикистане подорожало молоко, хотя дефицита не наблюдается. В Душанбе средняя цена на литр молока поднялась до 7,8 сомони, а месяц назад литр стоил 5-6 сомони. Объем молока, произведенного в Таджикистане, по данным за 9 месяцев этого года, составляет более 660 тысяч тонн, что на 2,2% превышает прошлогодний показатель. Согласно прогнозу, производство молока в конце этого года может достичь 1 миллиона 67 тысяч тонн. Кроме собственного производства, Таджикистан ежегодно импортирует молочную продукцию в пределах от 7,5 до 8 тысяч тонн. За 9 месяцев этого года импорт составил 7 тысяч тонн, более чем на $14 миллионов. Согласно мнению специалистов, этого объема достаточно, чтобы удовлетворить спрос 10-миллионного населения Таджикистана на молоко и молочную продукцию. О повышении цен на молоко и молочную продукцию сообщают не только в столице, но и в регионах страны. Например, Главное управление агентства по статистике Сагдийской области сообщило, что повысились цены на молочную продукцию на 18,3%. Производители говорят, что повышение цен связано с несколькими причинами, главной из которых является увеличение материальных затрат на производство. Аграрии Таджикистана намерены завершить осенний сев к концу ноября. В осенний сезон запланирован посеять агрокультуру на площади более 172,8 тысяч гектаров. По данным Минсельхоза, к концу октября аграрии страны выполнили 38% от запланированного. Так, из общего плана осеннего сева на зерновые культуры приходится больше всего – 157 тысяч гектаров. Кроме того, на площади 15,7 тысяч гектаров будут высажены ранее овощи. Под посевы сельхозкультур в стране используется 672 609 гектаров земли, из них 471 193 гектара являются поливными.
А в 2023 году Таджикистан намерен вырастить 434 тысячи тонн хлопка сырца, 1613 тонн зерновых, из них 947 тысяч тонн пшеницы, 1 миллион 170 тысяч тонн картофеля, 3 миллиона 644 тысячи тонн овощей бахчевых. Этого результата таджикские аграрии намерены добиться за счет возвращения бросовых земель в сельхозоборот и увеличения урожайности. И таким путем не только обеспечить продовольственную безопасность, но и повысить экспортный потенциал отрасли. Новым директором Института Центральноазиатского регионально-экономического сотрудничества назначен Кабир Джорозада. В должность он вступил 11 ноября. Джорозада имеет свыше 25 лет опыта работы на государственной службе и в управлении государственными финансами, региональном экономическом сотрудничестве и интеграции, государственной социальной политике, стратегическом планировании, мониторинге и оценке. Он имеет опыт разработки программных документов, аналитических записок и отчетов. Институт ЦАРС является межправительственной организацией, занимающейся продвижением экономического сотрудничества в Центральной Азии и вдоль шелкового пути, посредничеством знаний и обучения. Штаб-квартира института находится в Урумчи. Институт ЦАРС совместно используется и управляется 11 странами-членами ЦАРС. Это Афганистаном, Азербайджаном, КНР, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.